Друзья, в последнее время очень много стран, партнеров Республики Молдова, вводят санкции против молдавских олигархов и против граждан других государств, в частности Российской Федерации, которые замечены в попытках дестабилизации ситуации в Республике Молдова. Об этом я предлагаю поговорить с нашим гостем сегодня, Валерию Паша, главой общественной организации Watchdog МД. Валерий, приветствую. Здравствуйте, Михаил. Валерий, вот, с того же вопроса, да, мы видим, с одной стороны, это очень хороший сигнал для Республики Молдова, что международные партнеры помогают Республике Молдова бороться с попытками отдельных людей, олигархов, в частности Российской Федерации, дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Но с чем это связано? То есть это просто желание партнеров или это каким-то образом понимание другого уровня понимания тех проблем, которые существуют в России, в Республике Молдова, или это активность молдавской дипломатии? Что это? Ну, это всего понемножку, потому что другой уровень понимания, более основательное понимание процессов, которые происходят в Молдове, это и результат работы дипломатов наших, которые общаются с международными структурами, с внешними партнерами, разъясняют, предоставляют информацию, в том числе, насколько я могу судить, информацию не только из публичного пространства, но и какие-то закрытые данные, свои наработки, возможно, информация, полученная там по линии спецслужб. Но это и результат работы структур гражданского общества, которые тоже играют важную роль в информировании международных партнеров, делают адвокаси для введения этих санкций. Ну, элементарно, вопрос введения санкций против молдавских олигархов, клептократов наша организация поднимала еще начиная с 2017 года. Это очень длительный процесс, сложный, потому что есть критерии, есть бюрократические процессы, есть политические процессы, то есть нужно убедить тех, кто готовит и принимает подобные решения. Но это важный сигнал для Молдовы. Эти санкции — это такой посыл молдавским олигархам и тем, кто им помогает, в том числе из-за рубежа, что даже если молдавская правоохранительная система до них до сих пор не добралась по разным причинам, в том числе, я считаю, по причине коррумпированности, которая еще присутствует, и влияние того же Плохотнюка и остальных через шантаж, и какие у них там еще традиционные методы. Но это сигнал всем, что постоянно скрываться и оставаться безнаказанными не получится. И это относится не только к фигурам первого ранга, как Плохотнюк, Шор. Это должны понимать в том числе их подельники в Молдове. Да, и это должны намотать на ус, в том числе разнообразные судьи, прокуроры, сегодняшние бывшие, которые им помогали и продолжают помогать. Что если у них получается сейчас еще как-то договориться какими-то методами и оставаться безнаказанными в Молдове и прятать наворованное за рубежом, то это в определенный момент может закончиться. Да, сегодня эти санкции применяют таким персонажам, как Шор, Плохотнюк, приближенные к ним, те, которые им усиленно помогают, типа Ковкалюка. Но в будущем этот список может расшириться довольно много. И туда могут попасть имена тех, которые в том числе сегодня саботируют реформу юстиции, таким образом помогают этим попыткам дестабилизировать ситуацию в стране и вернуть, по сути, к власти клептократов. Не получится. Да? Международные партнеры тут полностью на стороне Молдовы. И если они не понимают по-хорошему, что их время ушло, и нужно сдавать позиции, и не стоит противостоять реформе юстиции, усилению государственных институтов, то завтра-послезавтра они могут свои имена найти в таких же списках. И в отличие от Плохотнюка, который наворовал миллиардами долларов и распихал это по разным юрисдикциям по всему миру, да, и все украденные им деньги или заработанные незаконным путем будет сложно найти,
то какой-нибудь судья, например, который набрал взяток и имеет виллу в Румынии, квартиру в Испании, может за ночь лишиться всего. Мгм. И я считаю, что они должны это очень четко понимать и мотать на ус. И смотреть, например, того же Ковкалюка, да, который был таким излюбленной пешкой в руках Плохотнюка и остальных, и до сих пор просто из штанов лезет, чтобы им подыграть во всем этом. А Не он был по- излюбленный, потому что он был такой смешной, или потому что он выполнял самую грязную работу, на которую другие не пошли бы? Потому что он делал вещи намного более грязные, чем даже от него просили. И Мгм. продолжает этим заниматься. То есть, если То он есть он считает, был инициативным, да, таким? Инициативным сам. это же видно, почему его так быстро Плохотнюк прибрал к себе, потому что до этого, если вы помните, он очень услужливо работал на Филата. Да, и это очень быстро поменялось. То есть все эти люди должны понимать, в том числе сегодняшние, бывшие, вот эти вот, которые разводят там, начиная с телеграм-каналов разных, да, чтобы как-то влиять на реформу юстиции, и заканчивая активными действиями, такие как, например, вот оркестрация, ну вы помните, да, вот этот Генассамблея судей, первая попытка, Да-да-да. которая была четко срежиссирована под интересы олигархов, под интересы саботирования системы изнутри. И это должны, я еще раз повторю, мотайте на ус. И если не хотите увидеть ваше имя в таких же санкционных списках, успокойтесь. То есть, я так правильно ли я понимаю вас, Валерий, что в этом списке, в случае чего, могут оказаться и прокуроры, и судьи, и другие политики, и люди, которые вообще не в политике, и не в прокуратуре, и не в правоохранительной системе? Ну, это не случайные люди, то есть Ну, случайные понятно, люди да. там не появятся. Но те, которые активно участвовали и особенно продолжают участвовать, да, они считают, что они свою шкуру защищают Мгм. и противодействуют реформам, расследованиям и так далее, да. Либо другие деятели в прокуратурах и в других органах, которые просто по непонятным, я думаю, по вполне понятным причинам подыгрывают тому же Шору, да. Вспомните просто, как сливали информацию из важнейшего дела о финансировании партии Шор. Когда вся верхушка, замешанная в незаконном финансировании, просто за пару дней до обысков удрала из страны. Да. Это люди, которые, ну, как минимум, некоторые задействованные, которые были в органах, или некоторые из них, я думаю, даже остаются до сих пор. Вот. И пускай они не думают, что если они там формально кому-то присягнули на верность или заявляют, что вот они якобы большие борцы с коррупцией, то им бесконечно будут верить. Нет, не будут. Валерий, ну понятно, что их ждет, допустим, за рубежом, да, то есть как бы это означает, что в тех странах, которые ввели санкции, блокируется возможность проводить какие-то финансовые операции, блокируется имущество, вплоть до, там, не знаю, отъема этого имущества, ну, в рамках законодательства, естественно, и так далее. Но вот что их ждет внутри Республики Молдова в условиях, когда мы видим, что система особо как бы не готова бороться с коррупцией и так далее. Вот это каким-то образом повлияет на их способность вести свою деятельность в Республике Молдова. Потому что мы видели, да, прокурор, исполняющий обязанности генпрокурора, представил информацию в парламенте, что Марина Тауэр приняла 195 миллионов лей от организованной преступной группы Илона Шора. Это же огромные деньги. То есть мы теперь понимаем, что у выборов в Гагаузии не было шанса быть честными и свободными при таких деньгах. Это же очевидно, да? Не только, мы говорим не только о выборах в Гагаузии, это и выборы Да-да. в 2021 году, это местные выборы, это текущая деятельность партии. И тут речь идет только о финансировании партии. Представьте себе, какие бешеные деньги идут на финансирование СМИ, на финансирование разных так называемых лидеров общественных мнений, которые не вылазят из телевизора, Фейсбука и ТикТока. Да, это все большие деньги. Но это в том числе стимул. Да, вот, то, что двигается это дело расследования по незаконному финансированию партии Шор, это хорошо. Но мы видим, и я не могу верить в случайности, мы видим очень много абсолютно необъяснимых решений судей, Мгм. да, которые затягивают рассмотрение, которые просто принимают решения, по которым освобождают, ну, таких деятелей, вспомните там тот же Дамир, да, Да-да-да.
дела, связанные с Плохотнюком. Ну вот элементарно, просто годами затягивали даже начало рассмотрения дел против Плохотнюка, потому же Металлферроз. Ведь четкие доказательства, там были переводы на его личные карточки, о чем идет речь, что там еще нужно рассматривать. И просто процедурно приходили адвокаты, давали отводы, отвод на отвод и так далее. То есть, ну, я не верю в то, что вот там процедурно чего-то не хватает. Эти решения судей необъяснимы. И по мне, эти судьи просто продолжают дальше играть в интересах этой преступной группировки. И Ну, вот например, я... последнее решение Высшей судебной палаты отменить решение апеллпалаты, которое запретило адвокатам Шора затягивать дело. По-моему, было недавно это решение. То есть апелляционная палата приняла решение запретить адвокатам Шора затягивать дело, использовать процедурные моменты, а это решение было отменено Высшей судебной палатой. Буквально недавно была новость по этому поводу. Ну, это один из эпизодов, но таких Да. очень много. И вот поэтому приходится идти на такие меры и давать такие месседжи. Да, что, ребята, это бесконечно продолжаться не может. Да, и я понимаю логику людей в системе, которым очень хорошо жилось при Плохотнюке. Они хотят затянуть время, не допустить окончательных решений судов, которые бы привели к признанию вины Плохотнюка, Шора и сотен других их сообщников. И в итоге дождаться парламентских выборов, где они надеются привести к власти такой новый парламентский формат, новое парламентское большинство, которое просто будет отменять даже вот эти вот начальные какие-то этапы реформы юстиции, и все вернется на круги своя, и заживут они хорошо, так как жили при Плохотнюке. Вот это их надежда. И тут работают не только политики, не только политические партии, но и люди в судебной, в правоохранительной системе. Потому что чистки этой системы не произошло. Да, есть какие-то начальные этапы. Мы видим, что, во всяком случае, в судебной системе этот приветинг, несмотря на все то, что это затянулось, и эти процессы и так далее, но мы видим уже какие-то конкретные результаты. Я очень надеюсь, что Высший совет магистратуры будет инициативным. Это будет очень непросто, потому что нужно поддерживать и определенный баланс, да, потому что нельзя просто, скажем, без разбору всех выгонять, и на это и не хватит ресурсов. С другой стороны, судебная система должна дальше работать, потому что она рассматривает не только эти важные коррупционные дела, но и текущие, да, то есть у людей есть тысячи, сотни тысяч разных процессов в судах, и это не так просто, да, потому что с одной стороны хочется всех выгнать, с другой стороны понимаю, что кто-то работать должен. И по мне очень важно, чтобы люди в системе поняли, что возврата к старым временам не будет, да, и чтобы остановился саботаж. Вот начинайте работать по-новому, по правилам. То, что было до, это со временем разберутся. Плюс, что совершенно понятно, что просто не хватит прокуроров, чтобы рассмотреть все нарушения, все коррупционные дела, все политические заказы, которые выполняла судебная прокурорская система в прошлом. Для нас главное это не просто там всех наказать, всех пересажать. Ну да. Главное выстроить систему, которая начнет работать по закону. Да? И этому сейчас активно противятся очень многие в этой системе. И вот в том числе через санкции мы пытаемся дать всем понять. Когда я говорю, мы это все силы, которые хотят, чтобы у нас была выстроена независимая, эффективная система правосудия, правовое государство. Да? Ребята, если вы думаете, что здесь вы эффективно как-то противодействуете, подумайте о потенциальных последствиях для вас, в том числе и за рубежа, вот подобным образом. Ну, то есть, опять же, для того, чтобы резюмировать, правильно я понимаю, что это не столько сигнал Платону, Шору, Плохотнюку и Марине Таубер, сколько тем людям в системе, прежде всего в судебной системе, которые затягивают дела и не дают возможность бороться эффективно с коррупцией в Республике Молдова? Я бы сказал, это 50 на 50. 50 на 50. Окей. Можем ли мы увидеть введение санкций против каких-то региональных политиков? Вот вчера появилось расследование Zero Degarde о том, что как бы местные политики местного разлива из окружения Дмитрия Константинова, Михаил Влахи, депутат парламента, Народного собрания, извините,
Илья Узун участвует не знаю, там, фальсификации выборов в Болгарии, да, то есть как бы это же вообще просто с ума сойти. То есть не только примкнули к партии ШОР, но еще и покупают голоса в пользу этого ДПС, Движения за права и свободы, это турецкая партия в Болгарии. То есть можем ли мы увидеть, допустим, расширение списков в сторону региональных каких-то политиков в будущем? Ну, вообще эта история, вот это расследование Зиару-Дигарды, вот у меня просто произошел такой, не могу сказать когнитивный диссонанс, но где-то рядом, потому что она абсолютно абсурдная со всех точек зрения. Вот есть два политика, которые представлены как, они себя подают как пророссийские, жестко пророссийские, да, которые якобы выступают за традиционные ценности против всего либерального и так далее. Они подкупают голоса в интересах партии, которая является членом европейской группы либеральной Renew Europe, которая является наиболее либеральной и в том числе продвигает права сексуальных меньшинств и так далее. Это партия, которая в основном держится в Болгарии на голосах турецкой комьюнити, но в то же время она такая против Эрдогана, да, за которого стеной все основные гагаузские политики, в том числе эти двое. То есть, и в том числе вот эта партия, она голосовала за предоставление Украине оружия, да, в ее оборонительной войне против российской агрессии. То есть еще раз, вот товарищ Илья Узун вместе с Михаилом Влахом, который устраивает пророссийские митинги в Камрате еще с прошлого года, проводят, скажем так, действия для подкупа голосов в интересах партии болгарской, которая против агрессии России и более того активно выступала за предоставление оружия для Украины. Как это вяжется? То есть это показывает, насколько эти люди циничны, что они сами не верят в то, что говорят. Это просто коррупция, это результат системной коррупции. Бенджамин Франклин объединяет всех. Бенджамин Франклин, да, Бенджамин Франклин. Да, эти люди просто за деньги. И, ну, я надеюсь, что это поймут и люди в Гагаузии. Да, то есть это настолько, это сценарий для какого-то фильма комедийного абсурда, вот чтобы насколько это несовместимые вещи эти люди говорят и делают. Меня это просто поражает. Ну, я понимаю циничность этих людей, но все равно нельзя не удивляться вот этой истории. Насчет санкций для подобных политиков. Я не думаю, это не совсем тот уровень. То есть, вы поймите, процесс санкций это не просто там кто-то дает списки и всех под одну гребенку тянут. Слишком большая честь. Да, но если будет доказана какая-то важная роль, например, в попытках организации дестабилизации силовой смены власти в Молдове, сепаратистских движений, в координации с российскими спецслужбами, то некоторые политики, в том числе регионального уровня, могут в это попасть. Тут важно не просто там, что человек заявляет и так далее, а роль. Да, я очень удивлюсь, если у таких людей, как господин Влах или господин Узун, есть какая-то важная роль в подобных процессах. Это пешки, которыми двигают. Если же будет доказан сговор людей уровнем повыше, типа того же Константинова, например. Опять же, это только пример, я ничего не говорю. Да. Вот, то вполне подобные фамилии могут пополнить со временем список санкций, почему бы и нет. Хорошо, а вот может ли оказаться, ну, понятное дело, что как бы через них проходят там деньги, теперь они той же ДПС, ну, как бы Движение за права и свободы, этой протурецкой, я не знаю, какие у нее интересы здесь, как бы, и, честно говоря, как бы количество голосов, которые они купили для них. Ну, опять же, тут, вы знаете, также происходит, это, к сожалению, ничего нового с собой не ведет. Вспомните выборы в Румынии, да, которые проводятся в том числе и в Молдове очень многие граждане. Подкуп избирателей на этих выборах это традиционно. Демократическая партия этим занималась, вспомните выборы президента в 2014 году, да, где там раздавали часы и наборы сковородок, и деньги, и все что угодно, и организованно подвозили. Это опять не ново.
Да, ничего нового в этом нету. То есть я уверен, что тут та же ситуация, просто пару голосов. Ну, там сколько, 500 голосов они набрали Да, максимально. на последних выборах, да. Ну, опять же, к сожалению, об этом мало говорят, но выборы в Болгарии, если об этом немножко почитать, довольно коррумпированный процесс. Как, к сожалению, и в соседней Румынии очень много электоральной коррупции. Да. И политики разных партий в этом активно участвуют и с удовольствием подкупают голоса, не понимая. Вот, ну, на примере Молдовы мы видим, как, скажем так, не расследование и не скажем, отсутствие ответственности за подкуп избирателей может в итоге вылиться в проблему национальной безопасности, когда Да. просто через российские спецслужбы в сговоре с местными разными олигархами и организованными преступными группировками будут продвигать своих политиков во власть. Да, политиков, которые будут работать против интереса страны. И я очень надеюсь, что и в странах Европейского Союза осознают, насколько это важно и насколько это большая проблема, и что этому не надо потакать, за это надо наказывать и наказывать демонстративно. Ну, я на самом деле хотел спросить другое, да, то есть, да, я согласен, спасибо за этот комментарий и за то, что Европейский Союз тоже должен задумываться о том, что нужно бороться с электоральной коррупцией. Но вот эта связь с партией ШОР, то есть неужели ШОР будет просить от них просто организовывать какие-то митинги, да, то есть как бы явно ШОР, с моей точки зрения, давая такие деньги, захочет использовать Гагаузию для чего-то большего, да, то есть как бы во что это может вылиться в конечном итоге, как вы считаете? Я думаю, они будут действовать по обстоятельствам. Естественно, я считаю, Шор передает в Москву такие грандиозные планы, что вот там он сейчас подымет всю Гагаузию и переформатирует вообще всю повестку в Молдове вокруг противостояния между гагаузской автономией и центром, спровоцирует Кишинев на бездумные действия, которые помогут ему раскочегарить ситуацию. Вот, ну, так как было, например, вот это решение НЦПК с этими обысками. Да, Абсолютно глупо, это преступная халатность, то, что произошло, потому что, так как показало и время, никаких там серьезных причин вот для таких демонстративных действий не было. Это, ну, просто людям надо было сделать ксерокс. Я не могу понять, почему нельзя было в машину поставить аппарат ксерокса из Кишинева, приехать туда, предъявить ордер, сделать на месте ксерокс и отдать все списки, чтобы дальше пошел процесс, чтобы не провоцировать и не давать повода для манипуляций. Мы увидели реакцию, да? Это просто легло идеально под интересы партии ШОР и других сил в Гагаузии, чтобы накалить противостояние. Вот они провели это 27 числа, так называемый съезд и все остальное. Все почему? Потому что кто-то в НЦБК просто не продумал свои действия. Так делать нельзя. Более того, есть всякие непонятные заявления о пересмотре статуса и так далее. Нет, подождите, есть да, мухи отдельно, котлеты отдельно. да. Есть конкретная проблема применения избирательного законодательства. Это очень серьезная проблема в Гагаузии, потому что не применяется национальное законодательство, соответственно, ну, по сути, там законны некоторые методы коррумпирования избирателей. Это ненормально. Да, с этим нужно что-то решать. И в этом должна участвовать Центральная избирательная комиссия, должен быть какой-то диалог, но не вот так вот, как так кто-то предлагает. И вот, например, деятели, которые сходу предлагают, давайте ликвидируем автономный статус Гагаузии. Да, эти люди, вот эти заявления, они только в интересах Кремля, партии ШОР и остальных провокаторов, никак не в интересах. И местных так называемых патриотов. И абсолютно, потому что это просто приведет к новым протестам, накалу и так далее. Зачем это нужно? Во-первых, в чем интерес Республики Молдова сейчас ликвидировать какой-то статус автономии Гагаузии? Чем он нам мешает? Проблема не в статусе автономии Гагаузии, проблема в том, как в Гагаузии происходят политические процессы. Какие люди имеют доступ к этому, как там все решают грязные деньги, как там люди приходят и в народное собрание, и на выборах Башкана, по сути, через коррумпирование избирателей. Да, почему
те, кто проиграли в первом туре, не пошли давать заявление. Да, не Потому жалуются что- в ЦИК, да, согласен. Абсолютно. И несмотря на то, что все говорят, что вот, завалили деньгами, что коррумпировали и так далее. Но они понимают, что они сами, абсолютное большинство из них, если не все, таким же образом действуют на выборах местных, на выборах в народное собрание. Да, и не в их интересе. Они просто понимают, ну вот это у нас такой спорт, и в этом спорте пришел это, как знаете, богатый арабский шейх приезжает в страну, покупает футбольный клуб и заваливает его деньгами. Вот это примерно так себя Шор повел, да, то есть в тот же спорт, подкуп избирателей, просто он больше денег Да. и более системно это организовал. И поэтому им как бы обидно, что проиграли, но с другой стороны они считают, что это такая была как бы честная игра, да, потому что они тоже этим занимаются. Как бы в этом особых проблем? Ну да, я согласен, что самая главная проблема в Гагаузии на сегодняшний день, что нет условий для честных людей прийти в политику и в ней удержаться. К сожалению, этих условий сегодня нет. И задача, не знаю, там, людей доброй воли и центральных властей создать эти условия в Гагаузии. И будем надеяться, что дойдут и до этого руки у тех, у кого есть определенные рычаги воздействия. Это процесс, который затрагивает не отдельно Гагаузию. То есть Да-да. там правоохранительные органы не должны это делать отдельно только для Гагаузии. Тут речь идет о создании условий честной политики во всей Молдове. Тогда это автоматически будет применяться и в Гагаузии. Естественно, что там противостояние будет больше. Как я и говорил, интерес сохранить возможность коррумпировать и избирателей практически у всех политических сил и лидеров Гагаузии. И в этом большая проблема. Валерий, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Спасибо. До свидания. До свидания.